Долгожданному открытию первой выставочной галереи в Ингушетии быть. Сегодня здесь собрались именитые художники, ремесленники, а также те, кто просто любит искусство. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов отметил, открытие галереи – часть большой региональной работы в сфере культуры. Сегодня 31 год нашей республики. И особенно значимо, что мы открываем сегодня галерею в этот праздничный для нас день. Я думаю, что художники наши и другие художники страны будут всегда нашими гостями и участниками, и будут выставляться здесь. Мы создадим все условия, какие можем для наших художников. Сегодня я хотел бы сказать, что участие в этом строительстве здания очень многое нам помогли наши же земляки, наши благотворительные фонды, Коригов, Михаил Сафарбекович Гуцериев, и многое другое сделано именно нашими, конкретно жителями республики, которые посчитали необходимым внести свой вклад в развитие культуры, искусства. Мы сегодня, к сожалению, не имеем своего краеведческого музея. Выделен нам транш на филармонию. У нас в последующем и библиотека будет построена. Кроме того, нам нужно, конечно, и наш народный музыкальный театр. Это тоже у нас проект есть. И экспертизы все пройденные. И кроме того, русский народный театр. У нас все это проекты готовы. И мы будем дальше продвигать это. Поэтому я хотел бы поздравить нас с этим. И хотел бы, чтобы мы открыли ее. И все ознакомились с работами наших художников. Разделила радостный праздник и Анна Воробьева, художник-реставратор, куратор многих знаменитых выставок. Музей – это место, где хранится история народа, где она пишется и где ее изучают дети. Я желаю, чтобы сегодняшний день стал днем настоящего культурного подъема в вашей республике. Есть такое выражение: ничто не умрет, если не дать корням засохнуть. Старт дан. Глава Ингушетии осмотрел выставочный центр и оценил его возможности. Общая площадь галереи составляет более 2000 квадратных метров. Помещение включает несколько современных просторных выставочных залов для размещения картин и экспозиций, а также необходимые административные помещения. А для любителей живой музыки здесь сыграли национальные мелодии. В числе гостей Мурат Паланкоев, народный художник Ингушетии и России. Свой профессиональный путь начал давно. Акварель, пастели, масло, глина. Руки мастера владеют самыми разными видами творчества, а его картины не раз представлялись на всероссийских и международных выставках во Франции, Италии и Сирии. Но приятнее всего проводить их тут на родине, признается мастер. Сегодняшние работы он уже оценил. Такой обширной выставки в республике давно не было. Но в этой выставке много появились новые художники, которые раньше здесь не выставлялись. Вот. Многие художники, которые специальное образование не получили, очень хорошо работают. Построили выставочный центр при поддержке меценатов республики. Благотворительный фонд «Сафмар» позволил осуществить основные строительно-монтажные работы, включая формирование инженерной инфраструктуры здания и обустройство наружных сетей. В выставочной галерее представлено порядка 100 экспонатов. Все это работа наших мастеров, начиная от живописных и графических картин, заканчивая предметами декоративно-прикладного искусства. Все это и многое другое сможет найти по душе себе гость. Все произведения отражают историю и культуру ингушского народа, своего рода энциклопедия, которая позволит посетителям познакомиться с героическим прошлым республики, окунуться в мир ингушского фольклора и самобытного народного творчества, в числе ремесленников, представляющих свои изделия, и Хава Гантимирова. Я очень надеюсь, что такие выставки будут
очень часто проводиться в республике, чтобы каждый наш житель смог прикоснуться к этому прекрасному искусству, и чтобы все могли увидеть и получить порцию этого позитива. Мария Мелхароева – самый юный гость галереи. Девочка еще не понимает высокое искусство, но с радостью пришла на открытие центра. Я сегодня с папой пришла. А какие картины тебе понравились? Все. А что там было нарисовано? Не знаю. Подарок не только для жителей республики, но и для гостей региона. Первая художественная галерея в Ингушетии станет одной из главных достопримечательностей региона и крупнейшим центром изобразительного искусства на Северном Кавказе. Грамотно созданного помещения, с такой большой площадью, все здесь учтено, все соответствует. И свет, и пространственное решение. Спасибо, я скажу, руководству республики. Вот если делать, то надо делать вот так грамотно. Прекрасные работы наших именитых мастеров живописи, молодых мастеров живописи, а также уважаемых мастериц. Это заслуживает всяческой похвалы. Я искренне хочу поздравить всех жителей республики. Юность нашей республики, с одной стороны, с Днем образования республики, а с другой стороны, с открытием этого потрясающего культурного события. Махмуд Али Калиматов выразил уверенность в том, что в галерее ценители искусства часто будут радовать персональными выставками и вернисажами ингушских художников. Будут проходить мастер-классы, ярмарки и аукционы живописных работ. Мы специалистов с Третьяковки пригласили сюда, потому что приехали, сказать, картину нельзя нормальную повесить без охраны и без климат-контроля. Поэтому сегодня мы можем сказать, что у нас для жителей, для наших гостей, у нас есть уютное, я считаю, достаточное, пока мы не построим более в столице у нас помещение, у нас другого не было. Поэтому вот такая идея пришла, мы ее претворили в жизнь. Потому что человек, он еще духовно должен наполняться, понимаете? Без этого он не будет. А особенно подрастающее поколение. Посмотрите, у нас дворец культуры в рабочий день. Я зашел, там 3-4 кабинета, сколько там? 5. Одни дети художники пришли, рисовать пришли, учиться пришли. Вы знаете, востребованность есть у нас. Считаем, что это полезно, правильно. У нас же туристический маршрут, у нас же Кисловодск, Пятигорск, хоть Ростов. У нас многие приезжают сюда. А где? Вот теперь мы сделали вход, сейчас парк еще окультурим, до конца имеется в виду. Дворец есть, мы всегда можем принять, и мы в карту, туристическую карту, этот объект несем его. Помимо местных художников, сегодня представлены работы ингушского живописца, покорившего мир Дауда Ахриева, больше известного в США, где он живет и творит на протяжении 30 лет. И тут таких произведений немало. Хава Гагиева, Джамалей Султыгов, Исмаил Коригов, Новости 24.